В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Телемедицина в период пандемии стала особо востребована. Врачи дистанционно консультируют пациентов и консультируются между собой. Может ли в будущем телемедицина заменить очные приемы пациентов в поликлиниках? В каких случаях она незаменима и каковы ее преимущества? Об этом мы поговорим с заведующей телемедицинским центром Республиканской больницы номер 2 Ириной Прокопьевой. Ирина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. И первый вопрос. Сейчас из-за пандемии коронавируса о телемедицине стали говорить больше. Она стала востребована. Каковы ее возможности в РБ-2? Ведь у нас телемедицину используют давно. Да, в нашей больнице кабинет телемедицины впервые начал свою работу еще 18 лет тому назад. И на сегодняшний день это телемедицинский центр, который работает круглосуточно, а также, как и все отделения нашей больницы, оказываем экстренную круглосуточную медицинскую помощь нашему населению. Наш телемедицинский центр, впрочем, как и все центральные узлусные больницы нашей республики, оснащен всем необходимым оборудованием и уровнем связи для проведения телемедицинских консультаций. С вступлением в силу федерального закона 242, проще говоря, о телемедицине, у нас, конечно, телемедицинские консультации, они узаконились, так скажем, и уже являются необходимым требованием. Входят уже во многие приказы, протоколы по маршрутизации пациентов. Особенно это, конечно, острые состояния, такие как острый коронарный синдром, острые нарушения мозгового кровообращения. И обязательно проводятся телемедицинские консультации в таких случаях. Также на сегодняшний день наша больница имеет возможность проводить телеконсультации с федеральными медицинскими организациями, с научными центрами медицинскими нашими. И когда нашим пациентам необходима медицинская помощь более высокого уровня, наша больница также выходит в любое время суток на консультацию, уже направляем наших пациентов и всегда получаем помощь своих коллег. Бывают случаи, когда наших пациентов приглашают на оперативное лечение в федеральные больницы. Это, конечно, чаще всего город Новосибирск, научный медицинский исследовательский центр Мишалкина. И также тесно сотрудничаем с Хабаровским центром сосудистой хирургии. В чем особенность применения телемедицинских технологий? Какую пользу они приносят в условиях пандемии и тотальной самоизоляции? Преимущество, наверное, в том, что действительно в условиях самоизоляции доступнее всего связаться с медиком, с медицинским работником, с врачом. Это, конечно же, по системе онлайн, видеоконференц-связи. И в основном, конечно, у нас телемедицинские консультации проводятся в формате врач-врач, но и бывают и в формате пациент-врач. Но мое мнение, конечно, что более востребованы такие встречи с лечащим врачом, это в участковой службе, так скажем, поликлиник, районных больниц. В нашем случае, конечно, чаще всего это консультации врач-врач. Ну а вообще, как много телемедицинских консультаций проводите сейчас? И только ли с врачами районных больниц или личные консультации с пациентами тоже проводите? Если учесть, что даже в феврале-январе этого года у нас было до 400 телемедицинских консультаций в месяц, то на сегодняшний день это уже 600 консультаций в месяц. И я думаю, это еще не предел. Конечно, в условиях пандемии телеконсультаций стало больше. В основном это телеконсультации врач-врач. Мы предлагаем немножко сравнить, насколько качество телеконсультации сравнимо с личным приемом врача. Я считаю, конечно, личный прием не сравним с дистанционным приемом, но в некоторых ситуациях, как показала сегодняшняя наша такая ситуация эпидемиологическая, вполне возможно в некоторых ситуациях действительно помочь
заболевшему человеку своевременно, дать рекомендации, назначить лечение. И мы видим, что есть положительные результаты, и вполне это приемлемо. Если человеку нужна помощь, почему бы ее не получить дистанционно? Ну а по каким вопросам чаще всего проводятся телемедицинские консультации? Ну, наша больница оказывает экстренную медицинскую помощь, как и оказывала, да. И, конечно же, острые состояния, их меньше не стало. И это в основном инфаркты, инсульты, травмы, те же вот случаи с ДТП, острые хирургические состояния, когда именно помощь оказать может наша больница нашего уровня. Телемедицинских проектов сейчас стало много, в том числе и региональная, облачная медицина и различные предложения даже от банков. Как пациент может выбрать нужный ему сервис, на что ориентироваться в первую очередь? Да, согласна с вами. Сейчас очень много предложений от различных фирм, так скажем, да, по медицинским услугам. И, конечно же, хотелось бы посоветовать нашим гражданам, чтобы они обращались к официальным источникам. Это официальные сайты медицинских организаций, Министерства здравоохранения, территориального фонда медицинского страхования. Конечно, где расположена вся информация о медицинских организациях, которые имеют лицензию на ту или иную медицинскую деятельность. И, конечно, тот же сайт госуслуг, где можно записаться на прием к врачу, выбрать медицинскую организацию. И, конечно же, можно поискать отзывы, да, рейтинг медицинских организаций. Это будет, я считаю, наиболее правильно, когда необходимо получить медицинскую услугу. Есть распространенное мнение врачей, что вылечить пациента на расстоянии невозможно. Может ли сложившаяся ситуация изменить это мнение? Если да, какие ключевые преимущества и возможности дает телемедицина? Конечно, какие-то ситуации, как говорится, не приложив руки, невозможно, да, заболевание вылечить. Но во многих случаях, я думаю, и на некоторых этапах, вот именно, когда пациент проходит диагностику, обследование, это очень удобно, быстро и удобно. Например, записаться на тот же прием, получить направление на обследование, получить результаты своего какого-то исследования, получить в конце концов рецепт на лекарство, да, или тот же больничный лист. Это очень быстро, удобно, меньше времени затрачивает, да, пациент, меньше, как говорится, походов в поликлинику или в больницу. Это очень удобно. И в наше время, конечно, это очень востребовано. Как вы считаете, какое будущее ожидает телемедицину по окончании пандемии? Станет ли телемедицина альтернативой традиционному походу в поликлинику? Ну, как я уже сказала, во многих случаях, конечно, уже становится альтернативой, да, телемедицины. И те медицинские организации, которые во время пандемии начали шире и больше использовать телемедицинские технологии, я думаю, они уже от них не откажутся, а напротив будут искать более, да, какие-то процессы, которые можно именно заменить телемедицинскими технологиями. И уже, конечно, возврата к каким-то традиционным моментам, да, привычным нам, уже, наверное, не будет. Так как это удобно и для медорганизаций, удобно для наших пациентов, быстро, конфиденциально можно получить информацию о своем здоровье. Ирина Ивановна, благодарю за интересную и содержательную беседу. Желаем вам успехов. Спасибо. О возможностях телемедицины мы говорили с заведующей телемедицинским центром Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ириной Прокопьевой. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.